о практике. Периодически всплывают у некоторых такие вопросы, как познать, что я не тело. При чтении адвайтической литературы, при слушании сатсангов мы получаем некие указатели, которые мы должны в дальнейшем взять и исследовать. Невозможно сказать, что каждый должен обрести какой-то определенный опыт. Не бывает двух одинаковых опытов. Возможно, кто-то встречает какую-то информацию словесного характера, и что-то в нем происходит, что раз и меняет все его сознание, меняет все его восприятие. Ему достаточно было какого-то такого маленького щелчка. Но, как показывает мой опыт общения с другими людьми, этого очень мало. Здесь нужна конкретная практика. Только лишь погружение глубоко в глубины собственного бытия. У индусов есть такой термин самадхи в йоге. Самадхи существует различных уровней, различные, скажем так, даже не уровни, неправильное слово, различные виды самадхи. Их очень много. В разных школах йоги их описывают массу. Там есть хатха-йога самадхи, раджа-йога самадхи. И внутри этих еще существуют разные дифференциации. По сути, это соприкосновение с глубиной собственного бытия, где исчезает двойственность, где мы получаем опыт осознавания себя вне этого тела, вне границ этого тела. Потому что привязка к телу – это очень жесткая привязка, это очень серьезная, это очень сильная, самая сильная привязка, от которой растут дальнейшие ноги сансары. И на эту тему можно много общаться, слушать сатсанги, но если в вашей жизни не происходит практики, если полученные указатели вы не используете как исследование, то у вас будет, как вот знаете, бывает на первых этапах, когда человек соприкасается с подобного рода информацией, и он, можно сказать, напитывается этой информацией, но когда возвращается в обычную свою повседневную жизнь, то здесь его накрывает с головой все возможные страсти, да? И он начинает четко чувствовать разницу, что вот здесь на сатсанге я побыл, и так прям, как люди используют такие еще фразы, напитался положительными вибрациями, да? А вот сюда пришел, здесь уже не положительные вибрации. Но, друзья, эти вещи должны быть исследованы. То есть вот все вещи, вот сейчас скажу все, будет непонятно, да? Что такое все? И сразу куча вопросов. Но в действительности, да, вот все вещи, за которые мы цепляемся, которые формируют нашу сансарную реальность, мы должны исследовать, чтобы видеть, что цепляться не за что. Например, если человек говорит, что здесь на сатсанге я там получаю положительные вибрации, да, там положительную энергию там, или позитивную энергию, а сюда прихожу, там какая-то ужасная энергия, да. То есть вот, отличное поле для практики. Начни исследовать, что такое в твоем понимании положительное и неположительное. Как правило, за подобными фразами человек попросту скрывает свои представления о том, что ему нравится и что ему не нравится. И всего лишь. Сначала он говорит нравится, не нравится, люблю, не люблю, хочу, не хочу. Затем он эти же представления скрывает
другими фразами. Например, там вибрации у него появились в обиходе, в словесном выражении, там энергии, да. Но по сути он использует просто другие слова, чтобы скрыть просто свои привязки, да, свои представления о том, что хочется и нравится или не нравится. Ну или хочется или не хочется, это одно и то же. И здесь мы начинаем глубоко исследовать, например, вот пример, который я привела, один из примеров. То есть и таких примеров очень много, за которые мы цепляемся, считая, что вот оно вот именно так и никак иначе. Например, здесь хорошая энергия, там плохая энергия. А где здесь-то? Где? Вот прям конкретно задавай себе вопросы, конкретно исследуй. Ты увидишь массу примеров, где в той же ситуации ты будешь себя чувствовать, ну, скажем так, не так хорошо, как первый раз там, или еще какой-то раз. Или другой человек с тобой будет находиться рядом, он будет себя абсолютно по-другому чувствовать. Почему? Нельзя, ум такой товарищ хитрый, он эти вещи не замечает и намеренно игнорирует, чтобы то, что он придумал о реальности, за это зацепиться и удержаться за это. Так работает личность. И вот, чтобы мы смогли себя познать вне тела, да, осознать себя не этим телом, мы должны вот эти привязки постепенно разбирать их исследованием, отслеживанием тенденций ума, погружением в то, что я себе сейчас придумал как реальное. Действительно ли это так? Где находятся положительные и отрицательные? Когда я нахожусь в обществе людей, говорящих об истине, да, как мне кажется, там, или на сатсанге, или даже не обязательно сатсанге, любая ситуация, там, я не знаю, пошел заниматься йогой с друзьями, все такие прекрасные, позитивные, да, говорят про йогу, а домой прихожу, там родственники кушают мясо, что-то еще кушают, что-то еще делают, там все плохо, да. Но почему? Ведь это мы наделяем что-то чем-то. То есть вот там, в материальном мире, нет ничего. Материальный мир оживляется нашими представлениями, оживляется нашим отношением. Мы в буквальном смысле его формируем либо привязанностью, либо отторжением. То есть два полюса, плюс и минус, хочу, не хочу. Вот это основа двойственности и основа существования мира. И когда мы начинаем это познавать вот в каждом моменте, как только мы почувствовали малейшую привязанность, мы начинаем смотреть внимательно. Мы начинаем обнаруживать, что не существует того, что я себе придумал. А если этого не существует, точнее, мы сначала обнаруживаем, что этого нет там, как мы думаем, там это типа вовне какой-то ситуации. Это есть внутри меня. И я могу вот этим, как бы, как сказать, не состоянием, а отношением немножечко поиграть. Там хорошее сделать плохим просто для практики, плохое хорошим, да, и увидеть, что в этом нет сущностного. Это просто игра, Даже сейчас не хочется говорить игра кого, чего, где, просто игра, чтобы не засорять лишней терминологией ненужной. Это просто игра. Здесь так, тут так, хочу так, хочу так. То есть начинаем смотреть, что все это находится внутри нас. Мы в соприкосновении, скажем так, давайте так скажем, разум в соприкосновении с объектами оживляет их внутри себя, создавая вокруг объектов определенные отношения к этим объектам, создавая мир. И подобным образом мы должны исследовать все, к чему мы привязываемся, либо отвергаем. Потому что и то есть, по сути, привязанность.
просто она по-разному окрашена. Не имеет значения, в какой полюс окрашена привязанность, положительный или отрицательный, это привязанность. То есть у нас есть привязка к чему-то, да? Это вот не просто как свободное просматривание картины мира, как если бы вы листали фотоальбом, просто свободно просматриваете, да? А раз у вас попадается какая-то картинка, и вы, о, блин, и вот такое прям ощущение, или неприятное ощущение, или наоборот приятное ощущение, у вас что-то дергается, у вас появляется какая-то такая внутренняя интенция, как позыв, то есть что-то внутри начинает оживать, да, при соприкосновении разума с определенными объектами. Это прослеживается везде. То есть, если мы очень внимательны, осознаны, мы можем это наблюдать в обычной повседневной жизни. Далее мы можем это видеть в тонких состояниях, как при соприкосновении с какими-то объектами, которые внутри, или, скажем так, даже не внутри, а в поле внимания проходят, и если разум каким-то образом цепляется за определенную картинку, которая ему либо нравится, либо не нравится, он мгновенно становится захваченным этой картинкой. Эта картинка буквально развертывает пространство, развертывает новые какие-то картину мира и помещает себя внутри этой картины. То есть на разных уровнях можно увидеть, как происходит природа вещей, которые мы считаем материальными. Начинаем мы, естественно, исследовать это в бодрствующем состоянии. Оно нам самое доступное. Ну, не то чтобы прям естественно мы отсюда начинаем, но у кого-то может там быть наоборот, с каких-то тонких состояний, состояниях сновидения, медитативных погружениях. Да? Но это означает, что уже есть наработка. То есть уже есть некая сила, есть уже наработанная концентрация, которая позволяет уже и в более тонких состояниях не проваливаться в бессознательность, а каким-то образом вот эту ясность сохранять. Да? То есть это означает, что бодрствующее состояние тоже некоторым образом уже не просто ведомое умственными тенденциями, а уже есть такая более-менее, скажем так, осознанность. И когда мы видим, что мир – это не что-то конкретное, это то, что мы о нем думаем, это то, что мы проживаем внутри. Потому что материальный мир, он существует какое-то мгновение. Опять же, это то, что мы называем материальным миром. Смотрите, все эти термины присутствуют, пока мы считаем себя телом. Вот даже начинаешь размышлять, говоришь материальный мир, и сразу себе задаешь вопрос, а кто говорит про материальный мир? Кто говорит? Это говорит состояние бодрствующего сознания. То есть вот сейчас, в данный момент, будучи вот этим телом, ощущая это тело и осознавая, что это тело находится внутри мира, я говорю про какой-то материальный мир, который якобы существует отдельно от кого? От меня, от тела. Но есть еще другие состояния. Есть состояние сна со сновидениями, сна без сновидений. И есть ли там это тело и этот мир? То есть мы должны изучать, исследовать очень внимательно все состояния, чтобы познать именно природу возникновения вещей. Не чтобы отождествиться с новыми состояниями, новыми формами и что-то там еще, да, какой-то кайф ловить. Я не знаю, на стульях замороженным летать. А для того, чтобы мы познали природу возникновения вещей. Как возникает одна форма, другая. То есть как творится вот эта иллюзия форм, да? Когда мы немножечко начинаем с этим соприкасаться, оно все глубже и глубже, это знание прорастает внутри, и все больше и больше разотождествления между истинным и, скажем так, ложным.
Вот смотрите, все эти термины, они существуют, будьте внимательны, на определенном этапе, да, истинное и ложное. Когда-нибудь наступит такой момент, что вы поймете, что нету истинного и нету ложного. Либо все истинно, либо все ложно. То есть и не будет противоречий ни между этим высказыванием, ни между другим высказыванием. Это уже немножко другая ступень. Пока к этой ступени идет движение, мы используем вот такие разграничители, чтобы убрать заблуждение. То, что вводит в заблуждение, это есть иллюзия, да, то, что вводит нас в это, в состояние непонимания заблуждения, да, состояние сансарного видения. Мы постепенно это отметаем, чтобы оставить самое истинное. Но это не значит, что, сейчас наперед забегаю, да, что вы, позная истинное «Я», и вот так сели, замолчали, что делать. Ну, то есть это еще не то. Есть некоторые персонажи, которые пребывают в подобном состоянии, и они полагают, что вот нужно сохранить во что бы то ни стало вот это вот самое-самое чистое состояние ума, незамутненный разум какими-либо вообще движениями, да, и они в буквальном смысле телесно-физически пребывают в таком отречении от мира, именно телесно, да, то есть они там не общаются практически, они никакой деятельности не делают, то есть фактически как бы такое состояние, можно сказать, как камня, да, чтобы, не дай бог, не нарушить внутреннюю вот эту пойманную чистоту, не нарушить каким-то движением, там, соприкосновением с какими-то объектами. Есть такие персонажи. Здесь такая кроется, конечно же, ловушка. И подобные персонажи, обычно есть такие истории, в Индии такие есть люди, если, не дай бог, к нему там кто-нибудь притронется, как ему кажется, загрязненный, или, не дай бог, с его чашка там соприкоснется с чашкой другого человека, все, у них там вот моментом вспышка гнева, ярости, как это, они даже есть это не станут, как это мою энергию загрязнили. Но, видите, да, вот тут же пример, и прекрасный пример, когда мы видим, что это порождает еще большую отделенность от мира. А ведь именно отделенность от мира, выделенность снова себя как в какую-то форму, именно она снова и снова порождает сансарное видение и страдания. То есть вроде бы человек соприкасается и понимает, что вот чистое, да, самое чистое, кристальное, чистое состояние ума – это вот то, что нужно. Но будучи еще в теле, будучи еще этим телом, будучи пока что еще в видении этого мира, он начинает уже себя снова отделять. То есть чем это отделение лучше простого видения, что я вот тело и вот и все. Ничем. Потому что это снова привязка и снова отторжение чего-то, да? Отторжение от того, что вокруг тела находится, каких-то энергий, еще чего-то, да? И привязка к тому, что я обрел. То есть мы говорим именно об этом, не о том, чтобы обрести какую-то форму, определенное состояние, которое вот опять мы как-то там хотим закоренить, и вот, не дай бог, его не нарушить. Мы говорим не об этом, потому что это снова привязка и снова отвращение к чему-то. Там, где есть привязка, существует и отвращение. Там, где есть отвращение, существует и привязка. Все это взаимозависимо. Поэтому, обретая какие-то подобные состояния, пребывая в таком вот
каменном безмолвии, бездействии практически тотальном. Ну, это условно, конечно же. Конечно же, какие-то действия там минимальные происходят, но условно, да. Мы снова себя отделили во что-то желаемое, и нежелаемое мы отвергаем. Все, это снова та же самая игра. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы при соприкосновении с объектами мы не теряли свое истинное «я», да? Чтобы мы не цеплялись к объектам. Вот я привела один из примеров несколько минут назад, когда в тонких состояниях разум захвачен какими-то формами. Это очень интересно, это очень любопытно для разума, когда появляется какой-то в поле внимания какие-то иллюзорные картины, там чего-то, не знаю, звездное небо, космос, или все что угодно. И как только разум ощущает влечение к этому, все, он моментом, он прям засасывается в эту картину реальности, буквально распаковывая ее. Таким же образом мы все время это наблюдаем, и это все время происходит в нашем бодрствующем состоянии, когда мы захвачены, как вот фильм, помните этот «Властелин колец», ну там свое колечко рассматривал, такой прям прелесть, такие глаза. Вот, это именно то, это именно захват, то есть внимание буквально схвачено объектом. И в тот момент мы прям даже не понимаем, что это происходит. То есть оно схвачено, и как будто нет шанса увидеть, что вот это вот произошел захват. Мы буквально погружены в этот объект. Но происходит какое-то там мгновение, да, и мы можем осознать через какое-то время: о, а я только что был захвачен, и даже не понимал. То есть настолько вот иллюзия, она очень сильная. Так вот, смысл, о чем мы говорим, это в том, чтобы обрести истинное «я» прямо сейчас, да? Не откладывать на какие-то мифическое будущее, не связывать это с какой-то новой формой, где-то, в чем-то, как кто-то, а прямо сейчас, кем бы я ни был, каким бы телом я себя не осознавал, я должен познать свое истинное «я». Когда в этом произойдет такая сильная укорененность, формы перестанут вас тревожить. Вы будете спокойно, как вот такое есть состояние созерцания, да? Состояние созерцания, просто созерцать, медитировать этот мир, то есть как альбом, картинки, и ни одна из них не привлекает и не отвращает ваше внимание, вы просто наблюдаете, вы не цепляетесь, да? Вот в этом смысл. Но мало сказать, жизнь показывает, как снова и снова разум буквально цепляется за новые и новые формы, за новые состояния, за новые какие-то, то есть самскары, вот эти накопленные впечатления очень сильные. И для этого, конечно, требуется большая работа, чтобы увидеть хотя бы их, а затем, чтобы позволить им уже свое отжить. По факту все происходит в тот момент, когда должно происходить. Сейчас в разговоре будет казаться, что якобы я должен что-то делать, но по факту да, мы делаем, но мы понимаем, что действие это по факту не принадлежит. В сути не принадлежит мне как вот этой форме человеческой. Да, то есть это действие откуда-то свыше, импульс, который первый поступает, формируя мысль, действие, он же движет и заставляет человека либо делать практику, либо не делать. Так вот, приближаясь к вопросу, как себя познать не телом,
это только опыт глубоких состояний. В йоге их называют состояние самадхи. Периодически человек их испытывает непроизвольно, и каждый из нас испытывает. Иногда разум человека их в буквальном смысле отметает, как бы отбрасывает назад, потому что в поле внимания появляются более, как нам кажется, более серьезные вещи, да? И эти просто отметаются на задний план, так как есть сильные самскары, привязки, которые снова захватывают внимание и погружают снова и снова, в то, что погружают. Иногда это короткие состояния, то есть они есть, можно сказать, разной интенсивности, можно сказать так. Для этого, если я сейчас скажу, что вы должны сидеть, практиковать медитацию, вы будете ждать, что это произойдет в медитации, но не обязательно. Очень много примеров, когда это происходит спонтанно, то есть абсолютно даже не в медитации. Поэтому, если есть позыв на медитацию, мы, конечно же, это делаем. И однозначно делаем, потому что медитация не может не сделать свою работу. В медитации мы глубже и глубже погружаемся через концентрацию, через отвлечение от объектов чувств. Да, мы забираем внимание от объектов, которые захватывают наше внимание, да, и погружаем его в свой источник. В обычном состоянии разум постоянно захвачен объектами. Здесь мы его погружаем вовнутрь, забираем от объектов, и он у нас идет глубже, 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 глубже. Да? Но по факту никогда не ждите, что это произойдет именно в тот момент, когда вы сели, скрестили ноги, глаза закрыли и сидите, да? То есть не обязательно. Если вы будете эту мысль держать где-нибудь там задним фоном, то вы можете упустить другие случаи, где буквально будет проситься опыт сам с собой, да. Но опять же, если вы это упустите, значит так нужно, потому что мы снова спускаемся к вопросу выбора, да. А если выбора нет, по факту все происходит в тот момент, когда и должно происходить. Может произойти это в состоянии бодрствования, может произойти в состоянии сновидения, да, в любом состоянии. Понимаете, у этого нет ограничений. Ему наши телесные ограничения в виде сна, в виде позы тела, лежит оно или скрестило ноги, в виде открытых глаз или закрытых, у него нет таких ограничений. Поэтому оно есть оно. И если какой-то опыт придет, он абсолютно в любой момент может произойти. Знаю одного человека, с которым что-то похожее такое начало происходить в состоянии вождения машины. Да? Был такой жуткий страх у человека, что сейчас вот-вот умру. И такое на грани страха, это вот балансирование на грани страха и блаженства. То есть абсолютно в разных состояниях к вам может прийти некое состояние, скажем так, самадхи, да, возьмем этот термин. Многие испытывают подобные состояния, когда, допустим, оперируются при наркозе, да, очень часто. Некоторые испытывают состояние, что называется, внетелесного опыта, когда вы видите, вы ощущаете, как нечто выходит из тела, а обычно человек говорит: я вышел из тела, и посмотрел на свое лежащее тело. Вот оно лежит, вот он я, а вот это тело, да. Это тоже один из видов самадхи, который как маяк подсказывает, в каком направлении двигаться. То есть не то, что нужно постоянно это практиковать, а это как бы указатели, указывающие, показывающие нам на то, что ты не то, что ты о себе думаешь. Да? И если есть направленность на самоисследование, кто такой я, да, если этот вопрос остро стоит, то такие опыты просто нужно
складывать в копилочку своей памяти и запоминать. Вот. Как мы запоминали, что мы тело, как мы учили эту жизнь, а я очень хорошо помню, как в детстве у меня такое было, мысль такая была: ничего не понимаю, что говорят, ничего не соответствует, здесь говорят то, никакой последовательности. И потом я просто, такая мысль пришла: просто мир нужно учить, просто заучить и не париться. Вот как мы учили мир, мы учили, что мы тело, мы заучивали, мы учили свое имя, мы учили все, что мы учили, школа, институт и дальнейшие вещи, с которыми мы соприкасались, мы их заучивали. Вот. И подобные опыты я рекомендую тоже их в свою память записывать. Вы как бы освобождаете память от того, что вы о себе всю жизнь знали, вы как бы заполняете другими моментами, да, потому что наступит момент, я просто вам рассказываю собственный опыт, да, кому-то, может, это не требуется, поэтому здесь вопрос закрыт. Наступит такой момент, когда вы будете жестко привязаны и ощущать прям сильную привязку к чему-то материальному. И если вы вовремя вспомните о том, что вы не это, что вы не то, у вас сразу начнет такое сомнение появляться. И сразу начинаешь думать: так нет, а что же я прицепился? Это не так жестко, как мне кажется. А как же вот это? А как же это? А как же то, что было со мной? Все, и у тебя уже цепляние потихонечку ослабевает. То есть благодаря вот этой памяти мы словно бы возвращаем себя к себе, да, убирая ненужное. Поэтому я рекомендую такие вещи буквально запоминать. В свое время я даже записывала на диктофон или еще как-то. Не для того, чтобы там что-то с этим делать, просто чтобы оно было, чтобы оно при случае, если снова прицепился к чему-то, ты мог вспомнить. Вот. Бывают состояния, когда человек чувствует, что он вот есть все, да. Не обязательно, что это состояние, еще раз говорю, друзья, не обязательно, что это состояние позы с закрытыми глазами, не обязательно, что вы при этом не чувствуете тело. То есть это просто может быть такое реальное чувство, которое вас накрыло, и вы прям вот настолько вот оно такое возвышенное. Это тоже такие микросамадхи, вот эти состояния, которые как бы стучатся, да, показывают, что обрати внимание сюда, посмотри, ты не то, что ты о себе все время думал. И если с вами такие вещи происходят, тоже запоминайте их, записывайте, хотя бы в памяти внутри, в память ума, да. Потому что эти вещи, они, вот я в свое время обнаружила, когда разум переключается из тонкого, расширенного восприятия в более грубое состояние бодрствования, да, с этим миром, с этим телом. Хотя не обязательно, в состоянии бодрствования тоже может быть расширенное состояние. Но, в общем, когда разум переключается, как бы из одного состояния в другое, сужается, как бы вот даже такое ощущение, как будто он становится плотным, то вот то, что только что воспринималось как какое-то особенное, необычное, оно буквально начинает испаряться. И ты вроде как пытаешься чем-то, не понять чем, его ухватить, а оно ускользает. И все, и ты уже не можешь, у тебя просто есть какое-то такое смутное воспоминание, что что-то было необычное. Вот. Но грубое состояние, где ум захвачен объектами и личностными желаниями, оно просто перетирает, просто затирает. И вот когда эти моменты я начала видеть, я стала записывать. То есть вот это вот внутренне пытаешься удержать переход между одним состоянием и другим,
пытаешься его прям так сконцентрироваться, тонко-тонко на нем, и вот поймать, как вот сложно объяснить, там слова теряют свойства точности, но как-то так это выглядит. И вот все, что осталось, потому что по факту ты можешь описать это, будучи в таком грубом состоянии ума, да, когда включается грубый ум с описательными характеристиками, который говорит, описывает, да, это было так, а называет, вот грубый ум. По факту ты можешь описать это именно будучи в этом состоянии, но если у тебя хотя бы что-то осталось, как бы как перетянутое, да, оттуда сюда, тогда ты можешь описать. Но будучи в самом состоянии, ты не можешь ничего описать. Оно есть то, что есть. Вот. И здесь вот эта вот такая способность переносить опыт из одного в другое и еще суметь хоть что-то для себя ставить в виде записи, чтобы оно потом просто как подспорье было. Это такие практические моменты самоисследования. Вот. И могут быть, да, такие состояния кратковременные, в которых человек чувствует, вот, я все, я это все. Это может быть когда угодно. Идет человек, лежит. То есть еще раз, да, акцент делаю. Тело здесь не имеет значения. Этому высшему по барабану вот наши телесные ограничения. Оно когда угодно может прийти в виде чего угодно. Поэтому здесь нет чего-то конкретного. Просто быть очень внимательным, погруженным все время в себя, не вывернутым наружу на объекты, а все время исследовать мир вот этот внутренний, да, как вот происходит реакция на то или на то. То есть исследование такое внутреннее. И вы привыкнете держать ум внутри. Не там где-то, а внутри, да, внутри себя. Пусть хотя бы из исследуемого состояния, но тем не менее внутри. Да, и потом путь короче, и состояние меньше, и ум уже не выдвигается. Он, знаете, как подзорная труба. Раз какой-то объект интересный, хоп, такая жик какой-то, улитки и рога, или как подзорная труба, уже там, все. И заметьте, что в тот момент, когда захваченность объектом, вы даже тело не чувствуете, то есть тело для вас отсутствует. Если вы очень внимательны, исследуете подобные вещи, занимайтесь самоисследованием, исследованием природы вещей, а мы именно об этом говорим, чтобы мы опознали природу вещей, то есть как это все возникает, как эта иллюзия захватывает, как она происходит, как меняется восприятие, внимание, как оно захватывается одним объектом, переключается на объект, все, тело не чувствуется, вот оно даже могло, тело болеть в этот момент, там беспокойства какие-то доставлять, но только появляется какой-то объект, который захватывает внимание, все, тело не ощущается. Где я был как тело? Больное тело, несчастное, страдальческое тело. Все, ты его не чувствуешь, потому что ты уже стал этим объектом, в буквальном смысле слова. И вот подобным образом мы исследуем, как вот эта иллюзия играет сама с собой, да? И погружаясь медитативные состояния, в состояние самадхи, мы тоже должны исследовать, не балдеть в состояниях, потому что если это просто бездумное погружение, я был там, что там, чем я был, не знаю, светом был, я растворился, все, потом ты схлопнулся опять в личность, в тело, и у тебя все то же самое. То есть практика должна быть нацелена на исследование природы этих вещей. Если вы исследуете йогу сновидений, практикуете сновидения, да, исследуйте природу вещей, не практикуйте бездумно осознанный сон. Есть такое понятие осознанные сновидения, да, когда вы себя осознаете, что вы спите, но это снова сон. Это немножечко другая категория, но вы снова, как кто-то внутри сновидения,
как персонаж внутри, осознающий сон. То есть это не цель. Такие вещи могут происходить. Мы должны познать, как возникает сон, как происходит внутри разума движение, создающее формы, как эти формы создают сновидения, как это движение формирует мысль, что мысль — это не просто слова, что мысль — это на самом деле и слово, и образ, и он равнозначно присутствует как и в состоянии бодрствующего сознания, так и в состоянии сновидения. Просто в состоянии сновидения эти образы более яркие, так как там внимание не тратится на тело и мир, в котором якобы тело пребывает. То есть эта сфера отключена, и разум воспринимает только лишь свои объекты, которые он все время сотворяет. И поэтому они становятся более яркими и в виде таких красочных картин, как новые какие-то там миры. Но по факту, друзья, если вы внимательны, если вы исследуете подобные вещи, вы увидите, что в состоянии бодрствованного сознания тот же самый сон присутствует в разуме, тот же самый, просто он не сильно яркий, так как здесь внимание здесь захвачено больше вот этим телом, объектами вокруг тела, но те же мысли формируют те же образы внутри самого разума, только параллельно еще вот присутствует тело. Вот недавно у меня у моей подруги маленький сын рассказал: мама, я, говорит, как же он ей сказал, я, говорит, видел свои мысли. Мама ему говорит: а ну-ка расскажи, как это, что это значит, видел свои мысли? Он говорит: ну как, когда засыпал, сон, ты, говорит, ведь это же мысли, ведь сон — это мысли. Да, это так и есть. Исследуйте вот эти вещи, не то, что вы видите, потому что вот очень многие все: ой, я видел то, видел это, все прекрасно, и ты также видишь это тело, ты также видишь деревья, и в сновидении ты видишь, ты фокусируешься снова на объектах, ты не исследуешь природу вещей, ты не исследуешь того, кто все время един во всех этих состояниях. Вот мы о чем говорим. Когда мы идем вот в эту сторону, мы потихонечку освобождаем наше внимание от захваченности объектами. Сначала в виде этого тела, затем в виде каких-то других, не знаю, форм, состояний. А они будут происходить. Чем чище ваш ум, тем глубже он идет сам в себя. Можно сказать, что ум устроен некоторыми такими слоями. Это условное выражение, не цепляйтесь за него. Когда вы погружаетесь в медитацию, вот там как раз начинает все явно видеться. Поэтому медитация, конечно же, необходима. Без нее знания просто будут пустыми словами. И вы начинаете видеть, как разум погружается буквально глубже, глубже, слой за слоем. Сначала он очень грубый. И такие прям грубые-грубые мысли. Я делаю, надо пойти сюда, надо пойти туда, там хлеба купить, чаю попить. Такие прям грубые мысли делателя. Потом постепенно, скажем, условно, этот слой затихает. И мысли становятся более тонкими, такие легкие, как туман, такие тонкие мысли-формы. И здесь уже мы можем видеть, что они как образы, мысли-образы. То есть грубое состояние ума уходит, приходит более тонко. Но также мы видим, что эти тонкие мысли-образы, они сотканы из всех наших желаний, из наших привязок. Просто они более тонкие, это уже более глубокие слои вскрываются. И мы сидим дальше, 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 дальше. И еще пересиживаем. Периодически могут возникать такие, как возвраты. Сначала грубый разум ушел. Друзья, разум один. Да? Я использую эти термины, чтобы просто как-то
но понять, чтобы как-то мы могли об этом говорить, но разум один. Просто, можно сказать, у него разные состояния. Но состояние, слово тоже не совсем правильное, потому что здесь возникает снова тонкое отождествление с состоянием. Но мы можем использовать этот термин на какое-то время. Поэтому может возникать такие, как волновые качели. Вроде грубое такое действие разума ушло, грубая работа разума, и вроде такое более глубокое состояние возникает. Потом раз опять волной, раз выбрасывает, снова грубые мысли пошли, снова какое-то такое состояние, потом раз опять. То есть это может происходить вот такими качелями. Ничего страшного, нужно просто дольше сидеть. Вот сколько есть времени, столько мы и сидим. Полчаса, час – это ни о чем. За час вы только, ваш разум только немножечко успокоит вот это вот поверхностное движение, грубое движение. И вот после часа уже немножко глубже можно уйти. Ну, хорошо, если 2 часа просидите. Но в идеале у меня был период, когда я долгое время медитировала каждый день по 5-6 часов. Вот если есть такая возможность, это очень здорово. Но здесь можно действительно очень глубоко погрузиться в собственное бытие, собственное «я» внутрь себя, состояние бытия. Потому что час – это ничто. За час вы сидите, вы знаете, где вы сидите, у вас все время есть мысль, что я сижу тут, в этой комнате, напротив меня окно. Там такая, еще много мыслей, которые нужно снять. То есть вот это должно уйти по факту. Представление, что я тело, что я чувствую тело, где-то тело находится, оно должно уйти. Должно прийти такое глубокое состояние, где тело не осознается, где вы не помните, где вы находитесь. Оно, как бы, можно сказать, насиживается. Но опять же, не обязательно. Еще раз возвращаюсь к самому началу этого видео, что накрыть может в любом состоянии. Поэтому медитируй, не медитируй. В общем, делайте, что чувствуете, то и делайте. Если у вас идет позыв на практику, делайте практику. Затем более такие тонкие мысли тоже уходят. Вы погружаетесь еще глубже. На какой-то момент вы можете увидеть различные цвета, световые эффекты, свет в различных оттенках. Желтый, красный, синий, зеленый, всевозможные, игра цветов. Йоги описывают это как игру первоэлементов, стихий, да, из которых все состоит. Каждый из них имеет свой цвет. Вы можете видеть это, да, то есть это тоже как бы один из, можно сказать, уровней, давайте так назовем. То есть какое-то время они могут восприниматься, потом они затихают, потом опять может грубое состояние ума вернуться, потом опять провал. То есть вот такими периодическими скачками. Периодически может наваливаться такое тяжелое, вязкое, тамасичное состояние. Состояние тамаса в йоге называется такое состояние такой тяжести, ленности, тупости, затемненности, замутненности разума, когда нет ясности и вот такое прям вязкое состояние. Периодически может возникать такое состояние, самое тяжелое, и в нем удержать осознанность, не провалиться в бессознательность очень тяжело. Можете заснуть даже, потом проснетесь, потом снова заснете, проснетесь. То есть может быть вот такие вот всевозможные качели. Но мы сидим дальше.
Мы еще сидим. Заснул, не страшно, проснулся, сижу дальше. Если тело беспокоит, ну, можно на крайний случай встать, 5 минут походить, опять сесть. Но на крайний случай. Если можете пересидеть, сидите. Потом постепенно разум станет тоньше. Вы можете использовать концентрацию на дыхании, например. Или, допустим, какую-то пранаяму перед этим поделать, чтобы взбодрить разум. Вы можете использовать мантропение. Если вы чувствуете, что у вас накрывает состояние тамаса, состояние тяжести, вы не способны удерживаться, все, вот сейчас провалитесь. Пропойте мантру, любую, которая вам, мантру Ом, или какая вам ближе. Или подышите быстрой пранаямой, чтобы взбодриться, не сидите в тамасе. Используйте как бы разные средства, чтобы как можно больше удержать состояние ясности. То есть не делайте медитацию жесткой, делайте ее подвижной. Чувствуете, как меняется состояние. То есть нарабатывайте свой опыт. Вот такие практические моменты к медитации. Если вы используете концентрацию на дыхании, на какой-то момент времени вы поймете, что наблюдение за дыханием – это очень грубое состояние. И оно само по себе отпустится. И вы перестанете смотреть за дыханием, то есть это уйдет. Разум станет более тонким. Вы перестанете чувствовать дыхание вообще. Дыхание вообще может замедлиться, остановиться. Но не факт, не обязательно. То есть это не условие, да, но такое может происходить. Да, и вы можете ощущать, как дыхание, когда оно возвращается, вы можете понимать на момент возврата дыхания, что его не было. Вот. Вы можете разные вещи ощущать, то есть разные вибрации, потоки движения, энергии вдоль позвоночного столба. Вы можете чувствовать, как ваше тело полностью вибрирует, что оно соткано из массы частиц, что оно не плотное, что оно подвижное, в вечном движении. Вы не можете найти его границы, словно бы оно все. Да, то есть разные вещи, но мы через них, через все проходим. Идем дальше. Они просто как показатели того, что ты не то, что ты о себе знал. Мы можем их как бы в копилку опыта складывать для понимания, но не зацикливаться на них, потому что тут же возникает препятствие. Ощущаются вибрации, движение энергии. Это приятное состояние, это состояние блаженства, да, и тут же хочется к ним прицепиться, ах, как классно, ой, как здорово, да? То есть все, мы прицепились, мы застопорились. Возникают какие-то видения в процессе медитации, и очень часто разум захвачен видениями, ему прям хочется их посмотреть, досмотреть, интересно, да, все, снова привязка. Видение происходит, потому что мы накопили самскары. Большинство видений связаны с нашими накопленными тенденциями. Вы это тоже увидите. И снова возвращаюсь, мы исследуем, да? Мы не ждем чего-то, мы не цепляемся за что-то, мы исследуем природу возникновения вещей. Что это я вообще такое, что мир такое, что формы такое, откуда чего, да? Мы должны обрести устойчивую почву вот этого созерцания, чтобы сансарный мир, когда он нам будет казаться плотным, реальным, чтобы он не выбивал у нас почву под ногами, чтобы мы все время знали, что я есть вот это. Тогда вам не потребуется уходить в состояние пещерного йога, которые там ни с кем не общаются, боятся, что миска там соприкоснется с другой миской, не дай бог я загрязнюсь, да? Вам это не потребуется, вы уже, для вас не будет разницы, в каком вы теле или без тела, вы не будете бояться смерти. Смерть для вас будет осознанной.
если вы практикуете вот эту осознанность, да, наблюдание, наблюдательность, созерцание, исследование природы вещей, а это, по сути, это все одно. Оно повышает вашу естественную внимательность, осознанность. Но самый главный момент, у вас должен закрыться вопрос, кто такой я. Вот когда он для вас закроется, все. Дальше вы просто, можно сказать, досматриваете картину мира. То, ради чего это тело здесь находится. И если еще остается такой вопрос, а что же со мной будет? Опять, с кем со мной? Задать себе вопрос, с кем со мной? Очень многие, вроде как уже зная, что я не тело, я там нечто большее. Но понимаете, знание на словах и знание на опыте – это два разных знания. Вот знание на опыте, что я не тело, не задаст вопрос, а что со мной будет после смерти? Знание только на словах задает подобный вопрос. А что со мной будет после смерти? Ну хорошо, я умру. И что там? А что там? То есть сразу задать себе вопрос, а кто спрашивает, что там? Ведь это спрашивает бодрствующее сознание. Ведь вы задаете этот вопрос, будучи в бодрствующем состоянии вот этого тела. Задайте этот вопрос себе в сновидениях или кому-то другому, кому вы его задаете. В сновидении задайте вопрос. То есть этот указатель, он вас отводит в другое состояние, чтобы вы поймали, кто я есть на самом деле, что все вот эти вопросы, они возникают в моменте бодрствующего сознания. Когда вы находитесь в состоянии сна со сновидениями или без сновидений, еще лучше, там у вас этой проблемы нет. Вы есть то, что вы есть. Кого волнует вопрос? И все вот эти вопросы, которые многие люди не понимают, вопросы адвентистов, а кто спрашивает? Это вопрос, направляющий вас в исследование. Кто задает вопрос? Задайте себе этот вопрос в состоянии сна без сновидений. Или мне задайте, или еще кому-то. Там есть мир, там есть это тело, там есть эта проблема. Нет, но ты там есть. У кого проблема? И все время себя отсылайте этими вопросами снова обратно. Кто задает вопрос? У кого проблема? И вы поймете, что все это вот вопросы, поиски, проблемы существуют в состоянии бодрствующего сознания, где вы считаете себя телом. Но когда у вас будет накапливаться опыт других состояний, а я еще раз напоминаю, мы исследуем природу вещей, что все состояния пронизывает что-то единое. Одна нить, на которой нанизано все, вот она неизменная. Мы познаем неизменное. Только неизменное может дать нам опору. Только неизменное не может быть иллюзией. Иллюзия – это то, что вводит в заблуждение. А вводит в заблуждение все. Тело непостоянно. Мир с его вещами непостоянный. Состояния, даже самые прекрасные, глубокие состояния самадхи, непостоянные. Они нам указывают, они нам подсказывают, но они не постоянные. Вы себя ощущаете вне тела, вы себя ощущаете там божественным светом, но через какое-то время ваше внимание снова возвращается, и вы снова чувствуете себя прекрасно этим телом. Оно хочет кушать, оно хочет ходить в туалет, хочет что-то делать. Да? И вот мы ищем вот это единое. Мы как бы собираем этот опыт и исследуем природу вещей, чтобы закорениться в едином. И когда мы обнаруживаем это единое, это постоянное, неизменное, потому что оно не проявленное. То, что проявленное, все это часть иллюзии. Даже свет, который вы можете видеть в медитациях, в состояниях самадхи, это уже первая такая грубая форма, проявленная форма непроявленного. Но она более тонкая, она там, можно сказать, такая самая близкая, но это уже проявленный мир, феноменальный мир. А мы ищем постоянное.
Постоянное – это то, что не проявлено, потому что как только оно проявляется, оно становится уже способным ввести нас в заблуждение, то есть становится иллюзией. Иллюзия – то, что меняется, а то, что меняется, всегда вводит в заблуждение. Так вот, мы ищем постоянное, исследуя природу вещей. Станьте исследователем.